Завершим тему игровых видов спорта. На сегодня рассказываем о регби. Неделю назад в нашем городе состоялся интереснейший поединок. В гости к воронежским скифам приехал столичный коллектив «Торпедо», выступающий в первом дивизионе чемпионата Москвы. Конечно, воронежским регбистам соперник оказался совсем не по зубам, но и с сухим счетом они тоже не проиграли, набрав сразу 33 очка. Воронежские регбисты этого матча ждали долго и ждали с нетерпением. Нечасто команде уровня скифов удается летом поспарринговать с финалистом федеральной лиги. Столичные торпедовцы, несмотря на свой юный возраст, им в октябре исполнится лишь 3 года, уже успели наделать шума в национальном первенстве. С 3-го дивизиона чемпионата Москвы они уже поднялись в первый. Волю случая год назад попали в решающий матч лиги и там сенсационно пробились в финал, где уступили лишь дружине из Пензы. Конечно, москвичи сейчас на голову выше воронежцев по многим показателям. И в том числе именно поэтому против «Торпедо» в нашем городе изначально планировалось выставить не чисто воронежскую дружину, а объединенную сборную из всех соседних регионов. Задумывалось собрать сборную Черноземья из всего дивизиона, который выступает в Федеральной лиге чемпионата России. То есть это Белгород, Орел, Воронеж и Липецк. Вот. Ну, сегодня получилось так, что нас только приехало 2 ребята из Липецка поддержать по старой дружбе. Вот. Ну, считай, выступили своим составом. Команда «Торпедо» наш! Судья наш! Зрителям наш! В итоге на поле стадиона «Буран» торпедовцы увидели перед собой не черноземную сборную, а лишь команду «Скиф», усиленную несколькими представителями липецкого регби. И, казалось бы, гостям можно было выдохнуть, подспустить рукава и сыграть в пол силы. Но не тут-то было, о недооценке соперника и речи не шло. Нет, никакой не было. У нас никогда нет недооценки соперников. У нас было несколько неудачных опытов, когда мы недооценивали соперника и получали по шапке, так скажем. Мы не проигрывали, но получали очень серьезное сопротивление, потому что поэтому, приезжая сюда, у нас совершенно никакой недооценки не было. Мы знали, что команда Воронеж — это все-таки город, они будут играть. Тем более, я думаю, победа им была нужна в плане саморекламы как-никак, потому что все-таки приехала московская команда, и им победа была, я думаю, даже нужнее, чем нам. У москвичей в этом поединке были свои задачи, поважнее победы. Команда угодила в крутое пике, потерпела в чемпионате страны несколько болезненных поражений подряд. Начались проблемы с составом, так что к работе с первой командой пришлось оперативно подключать игроков в дубле и даже совсем еще зеленых новичков регби. По факту у нас сегодня дебютировало в игре 4 новых игрока. Один из них вообще после 2-3 тренировок всего и занес попытку. То есть, в любом случае, это был даже шанс наиграть кого-то нового. Тем более игроки были из второго состава. То есть состав сегодня далекий был от оптимального. Впрочем, как минимум на счете эти проблемы москвичей не отразились. Уже на первых минутах им удалось занести мяч в зачетную зону. И преимущество гостей стремительно нарастало. Воронежцы никак не могли остановить неугомонного противника. Разница в классе команд, конечно, давала о себе знать. У нас одна фактически команда, которая выступает в регулярке в Воронежской области. В Москве 27, по-моему, команд. У них, понятное дело, игр больше, наигранности больше. И, соответственно, результат гораздо выше. И это при том, что действия «Торпедо» в матче против скифов были далеки от совершенства. То и дело москвичи проигрывали свой мяч, теряли его в контратаках, не лучшим образом действовали в раках. Процент брака не мог не расстраивать ни играющего тренера команды Станислава Колпакова, ни капитана столичной дружины Алексея Кудрявцева. Пусть и в глубине души они были готовы к такому сценарию матча. Мы под нагрузками, можно сказать, играем, и это нормально, да, мы не можем играть безошибочно. Любая игра — это скопление ошибок с одной стороны и с другой. Кто-то ими пользуется, кто-то не может. Я думаю, что, конечно, по итогам есть над чем поработать, и над техническими элементами, и над физикой, поскольку играли в жаркую погоду, не все смогли до конца продержаться. Будем работать, делаем выводы. Кудрявцев в каждой паузе повторял партнерам по команде: соперник не показывает ничего выдающегося, хватит одаривать его собственными ошибками. Не ровен час и поплатимся за такую расточительность. Прогнозы капитана сбылись отчасти. С сухим счетом уйти на перерыв москвичам в этой встрече все-таки не удалось. На исходе получаса игры хозяева поля наконец-то занесли первый мяч в зачетную зону противников, плюс были точны при реализации. Воронежцы свой оскал показали, но на этом пока и ограничились. 7:35. С таким результатом закончился первый тайм.
Я не могу сказать, что игра была легкой, и это все далось нам, нелегким трудом. Не могу сказать, что это была легкая прогулка. И тут совсем не лишним будет уточнить, игра стартовала в половине второго дня под открытым небом при температуре в 36 градусов. Тень исключительно под деревьями за бровкой, так что во время матча регбистам от палящего солнца было не скрыться. И, конечно, выдерживать темп игры с каждой минутой становилось все сложнее и сложнее, особенно воронежцам. Чуть-чуть мешало физухе понимание игры. Вот. Немножко понимания в целом общей картины игры не складывалось под конец игры. Только начало получаться. Вот. И схватки тоже, стандартные схватки тоже получалось не очень хорошо. То есть первая линия плохо отыгрывала мяч, вторая линия плохо толкала. Под конец игры ребята словились. Поначалу терялись, это выглядело довольно уныло. А ведь начали вторую половину матча наши парни очень лихо. Именно скифы после перерыва отметились первой результативной попыткой, а потом занесли в зачетную зону и еще один мяч. Но интрига, конечно, от этого не возродилась, как птица Феникс. Гости на все попытки хозяев отвечали оперативно и, самое главное, красноречиво. Пусть и с середины игры они обеспечивали себе результат уже не за счет командных действий, а в первую очередь благодаря индивидуальному мастерству регбистов. Прекрасно поиграли, в прекрасную погоду, на прекрасном поле. Единственное, что хотелось бы немножко побольше зрителей на этом стадионе, а так все очень шикарно. Команда Алексея Кудрявцева в итоге воронежскую дружину с липецкими инкрустациями победила со счетом 79-33. Впрочем, кропотливая работа над ошибками необходима после этого поединка не только хозяевам, но и гостям. Пища для размышления матч в столице Черноземья предоставил всем сполна. Благо времени на исправление недочетов пока в достатке. Главные наши старты будут с 8 по 10 октября в Москве, где будет проходить финал Федеральной лиги, куда мы выходим со второго места в нашем дивизионе. И, кстати, по крайней мере, торпедовцы в успех нашего коллектива в финале Федеральной лиги верят. Оценку по итогам очного поединка наставник москвичей поставил скифам достойную. Перспективы есть, у ребят полно желания, это видно, это главное. То же самое, как и у нас. Все от желания зависит. У любительских команд, если есть желание, то всегда будет потом рост. Невозможны спады. У нас сейчас небольшой спад как раз после 2 лет развития, скажем так, бурного, очень высокого скачка. У нас такой спад. Поэтому ребята, если они будут продолжать просто делать то, что им нравится, и заниматься этим, у них все будет. Главное теперь не сглазить. Кстати, до решающих осенних поединков сезона мы в деле воронежскую регбийную дружину еще должны увидеть. В сентябре скифы планируют провести еще один товарищеский матч. Надеемся, прогресс нам станет тогда заметен невооруженным глазом.